сейчас катастрофическая ситуация у нас в Крыму с коронавирусом. И катастрофичность в том, что мы, помните, я писал, что ситуация в оккупированной территории из-за действий российской преступной власти будет усугубляться. И мы, к сожалению, здесь-то, на материке, мы как-то находим возможности и помогаем друг другу. А там мы, к сожалению, очень ограничены в этом. И вот спустя полгода эта трагедия сейчас, беда свалилась практически в каждую семью наших граждан. И они кричат о помощи. Простых медикаментов нет. Не говоря уже о том, что все больницы переполнены. Многие боятся даже говорить, признаваться, что они болеют, потому что приезжают приставы с врачами. И если один член, родитель семьи заболел, его изолируют в одну больницу, а остальных раскидывают по разным местам. И порой семьи не знают, где дети, а где жена или где муж. Вот до такого, другого поведения от государства-террориста ожидать не приходится. А мы не знаем, как эти лекарства туда передать. Вопрос не в наших погранцах, там на административной границе, да? Мы бы этот вопрос решили. Я до сих пор не могу найти механизм, как его внутрь туда перевести. Потому что когда фонд Порошенко занимался гуманитарной поддержкой, я заручился у него в этом вопросе обязательствами, что и маски, и парацетамол, и другие лекарства он отдельно для Крыма приготовит. Но я не смог решить вопрос, как там принимать. Я даже разговаривал с нашими активистами и предлагал человек по 10 выезжать, и чтобы они запихали себе в карманы партиями и туда перевозили, и это не получилось, понимаете? И вот сейчас там они просто кричат, бьют во все колокола, мы ищем путь, как туда помочь лекарствами первой необходимости. Сейчас тоже, только что, час назад я на эту тему разговаривал, и в воскресенье планирую быть в Херсоне, и поеду, попробую еще каким-то исключительным способом этот вопрос решить, но не знаю, насколько получится. Российская Федерация, она не только в вопросах ареста, этих незаконных арестов, баснословных сроков издевается и считает, что она имеет право издеваться над своими гражданами, так сказать, да, над крымскими татарами, которые себя не считают гражданами России. Она еще и ведет такой животный такой образ правления, что, как там говорят, не хочу грубо, для них люди это такой материал, который они убивают и дают умирать, дохнуть как мухам. Для них это вообще ничего не значит.